нет выборов. Ну вот формально-то выборы существуют, они проходят. Вот последние были парламентские выборы в 2016 году. На них с каким-то разгромным совершенно 85, по-моему, процентов голосов победила правящая партия Нур Отан. Это какой-то вот совсем уж нарисованный результат? Или все-таки есть какая-то массовая или не совсем массовая, но тем не менее есть поддержка у властей? На что-то же они опираются? Ну, например, вот смотрите, в Украине больше 300 политических партий. В Казахстане всего их 8 официальных. Для регистрации политических партий требуется набрать 40 тысяч человек. Для примера. 40 тысяч подписей или 40 тысяч членов партий. Так. Вот для примера, сравните с Россией. В России для регистрации партии требуется 500 всего человек набрать партию, и идет регистрация. Но, тем не менее, в России есть бесконечное количество препонов, и того же Навального с его партией никак не допускают к этому процессу партстроительства. Но это мы в сторону немножко ушли. Ну, Навальному дают работать. В Казахстане просто четко, без разрешения властей, без команды сверху, ни одна партия регистрацию не проходит. 8 политических партий, все они находятся под властью. То есть есть Нур Отан, официальная правящая партия, и есть 7 партий, которые так или иначе ее поддерживают. Других партий зарегистрированных в Казахстане просто нет. То есть, по большому счету, это получается однопартийная система, но видимость многопартийности для каких-то целей сохраняется. Это авторитарный режим, который создает видимость демократии, создает видимость выборов. На самом деле выборов никаких нет. У каждого